Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Исаналиеву Максату Гулчаровичу. Пожалуйста. Уважаемый суд, из содержания ходатайства следует, что суд допустил адвоката господина Султаналиева к участию в судебном разбирательстве в качестве защитника, но с условием получения допуска государственным секретом, руководствуясь частью 1 статьи 15 Закона о защите государственных секретов. Следует отметить, что, как уже отметили коллеги, статьей 20 Конституции Кыргызской Республики права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод других лиц, а также нравственности. То есть законодатель предусмотрел 4 случая ограничения, но тем не менее законодатель отметил, что эти ограничения должны быть соразмерными. Также, согласно статье 33 Конституции Кыргызской Республики, каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц. Порядок предоставления информации определяется законом. В этой связи законом Кыргызской Республики о защите государственных секретов, регулирующего правовые и организационные основы отнесения сведений государственным секретам, системы защиты отношений, связанных с засекречиванием и рассекречиванием таких сведений, а также иной деятельности в сфере государственных секретов в интересах национальной безопасности, предусмотрен порядок допуска государственным секретам должностных лиц, а также граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан. Следует отметить, что согласно статье 13 указанного закона, одним из основных элементов системы защиты государственных секретов является порядок допуска государственным секретам. И, на наш взгляд, законодатель, признавая, конечно, на право на судебную защиту, которая не подлежит никакому ограничению, но отметил, что всеобщий доступ к сведениям, содержащим государственный секрет, любыми лицами не может быть соразмерно защите национальной безопасности, общественного порядка, защите прав и свобод других лиц. Здесь заявитель отмечает, оспаривает в целом 15-ю статью, а также часть 4 статьи 17, но следует отметить, что этот порядок в 15 статье применительно это не только к адвокатам, но и другим лицам, гражданам. Поэтому если признать эти нормы неконституционными, то тогда мы можем потерять общий порядок доступа к государственным секретам. Почему законодатель ввел в соответствии со статьей 17 отказ от допуска, да, в котором предусмотрел случаи уклонения от проверочных мероприятий или сообщения заведомо ложных сведений о близких своих родственников. Для того, чтобы у нас есть 9-я статья этого же закона, в которой коллеги отметили, что есть степени государственных секретов, да, которые составляют, я повторюсь, государственную тайну и служебную тайну.
Из своей практики я знаю из своей деятельности, что мне как должностному лицу выдается отдельный вид секретности, да? То есть я хочу отметить, что если имеются 3 степени секретности, да, это особой важности, то есть информация особой важности, совершенно секретна и секретна, то определенным должностным лицам предоставляется доступ в зависимости от этих степеней. Поэтому, исходя из характера и содержания уголовного дела, проводятся эти проверочные мероприятия. Но, тем не менее, уважаемый суд, хотелось бы отметить, да, согласно частям 1 и 7 статьи 18 Уголовного процессуального кодекса, согласно которым уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты, то есть у обеих сторон должна быть достаточная информация для соблюдения этого принципа. И стороны, участвующие в уголовном деле судопроизводства, равноправны. Суд устанавливает процессуальные решения лишь на тех доказательствах, участие и исследование которых на равных основаниях было обеспечено каждой из сторон. Статьей 44 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики определено, что защитник, лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля по уголовному делу и оказывающего им юридическую помощь. Также, согласно статье 48 Указанного кодекса, оказывая юридическую помощь, адвокат участвует в судопроизводстве в качестве защитника или другого представителя на началах состязательности и равноправия сторон. Уважаемый суд, также хотелось бы отметить, что в соответствии со статьей 15 Закона о защите государственных секретов, следователю в ходатайстве было это отмечено, как должностному лицу, которое для выполнения служебных обязанностей необходимо работать государственными секретами, также оформляется соответствующий допуск этим секретам. То есть, когда служащие правоохранительных органов поступают на службу, им уже есть порядок оформления допуска. В свою очередь, для сохранности государственной тайны обеспечена ответственность, которая предусматривается статьей 300 Уголовного кодекса. И нами была изучена международная практика, уважаемый суд, в частности, законодательство стран СНГ, это страны Российской Федерации, Республика Беларусь, Республика Таджикистан. У них были в порядке конституционного судопроизводства рассмотрены эти же аналогичные вопросы, где эти вопросы были урегулированы дополнением законодательства отдельных норм, где в особом порядке предусмотрели вопросы допуска адвокатов. Если позволите, я зачитаю норму закона о защите госсекретов Российской Федерации, где отмечается, что члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи на период исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 21
настоящего закона. А статья 21 это закона Российской Федерации предусматривает порядок допуска. Да? Аналогичный к нашей 15 статье. Спасибо. Спасибо.